Чего вам надо, Артяс? Этот большой ролик я хочу посвятить финно-угорскому этнопарку и провести большой обзор этнопарка, который находится в республике Коми, в селе Иб. Этот выпуск я снимал целых 3 дня, с утра до вечера. Поэтому посмотрите, пожалуйста, до конца и поддержите лайком. Уже не терпится вам все показать, рассказать. Погнали! На территории парка расположена гостиница «Финно-Угория». Она включает в себя 22 номера категории «Стандарт», 1 семейный номер и 1 двухкомнатный номер «Полулюкс». Сейчас мы находимся в номере Коми Полулюкс. Заходим в гостиную. Тут такой большой кожаный диван стоит. Тут кресло, телевизор. О, рога. Это, скорее всего, рога лося. Здесь, кстати, тоже есть лосиферма. Мы ее потом еще посетим. Вот этот угол нравится очень. Это стоят, получается, весла и койбедь. Вроде бы это называется койбедь. Один конец у традиционного койбедя заострен, другой сделан в виде лопатки, которая должна быть слегка изогнута, чтобы легче было очищать капканы от снега. Сейчас мы находимся в коми-спальне. Здесь мне очень нравится освещение. Приятно будет спать. Спать тут работать. Это крутой календарь, его недавно сделали на 2021 год. И здесь представлены костюмы народов Коми. Вот, к примеру, костюм ижемских Коми тут стоит. Ну, давайте выйдем на балкон. Сегодня свежо, минус 15 градусов. И тут такой вид открывается на Иб. Шесть, 7, 8. 8 метров в этот балкон. Я даже сразу не заметил, а тут, оказывается, висит прялка. Я даже боюсь ее трогать. Это, скорее всего, старая прялка. От прапрабабушек, дедушек еще досталось. В каждом номере есть туалетная комната с ванной. И если вы забыли мыло или шампунь, то они предоставлены вам тут. Все номера наделены прихожей. В ней есть шкаф для одежды и вешалки. В гостинице всего 24 номера. Ровно столько же насчитывается финно-угорских народов. А вот это карта расселения финно-угорских народов. Смотрите, они живут по всей России. Дизайн каждой комнаты имеет свои отличительные особенности, характерные для той или иной национальности. Например, номер удмуртов оформлен в оранжевых оттенках, так как удмурты самый рыжий народ на планете. На первом этаже есть лобби-бар. Здесь гости могут заказать себе завтрак. Вот такая барная стойка. Здесь тоже можно приобрести шоколадки, сок, напитки. Красивые фотографии висят. И здесь вот столы. Гости могут заказать завтрак в лобби-бар, в переговорную комнату и в сам номер. Вы заметили, как необычно оформлен отель? Настало время провести тест номера двухзвездочной гостиницы на комфортабельность. Я ночевал в номере народа Водь. Вот. Спокойной ночи. Водь – самый малочисленный финно-угорский народ. В России осталось всего несколько десятков представителей Води. По данным последней переписи, вожан осталось 64 человека. В отеле так тепло, комфортно, мягкая постель, лежал, спал, чуть такой рассвет не пропустил. Вот некоторые гости уже встали, катаются на коньках. Такое доброе утро в этнопарке. Я вижу, там солнце начинает вставать. Наконец-то. Ладно, все, пора идти будить Полину и Артемия. Доброе утро.
Бурасы. У нас завтрак уже готов. Пойдемте завтракать. О, может это ее разбудит. Сейчас. Что это? Давай, пойдем на завтрак, блин. Поля. О, на. Утренняя пробежка до кафешки. Ух. О, по мостику. Ух ты, Вова уже ждет. Кашка готова. Я холодной водой мылся из-за тебя, а вы что, даже не пришли? Для вида убери телефон. Слушай. Ну что, приятного аппетита. Приятного аппетита. Нянь да совка у меня существовала. Да. И ты на совданянь. Таунмян. Рисорок. Выен. Вы я рок. Выя рисорок. Мне честно. О кафе Финно-Угорье я вам еще расскажу и попробую новое меню из традиционных коми-блюд. А пока покажу о месте встречи гостей – ресепшн. Тут гостям помогут сформировать программу отдыха в этнопарке, выбрать интересный мастер-класс и записаться на экскурсию. Добро пожаловать к нам. Вы знаете, сейчас в период пандемии мы особенно чутко заботимся о безопасности наших клиентов. Поэтому мы предлагаем вам обработать руки санитайзером. Хорошо, сым-сым большой. Вот такие санитайзеры стоят во всех административных и развлекательных зданиях Финно-Угорского этнопарка. Ого. Ясно. Хорошо. Я смотрю, вы без маски сегодня. Да, мы сегодня Забыли? без маски. Забыли. Но если что, вот у нас можно купить маску. Хорошо, сым-сым. В Коми-крае, на районе Райме, в Коми-крае, на районе Ме. Ой, ты, Лука, я забыл варежки. Варежки я забыл. А, варежки забыл? Да. А здесь продаются варежки? Конечно, ничего страшного. Если вы забыли варежки, вы их можете приобрести в нашей сувенирной лавке. Очень здорово. Сотрудники этнопарка не дали замерзнуть нашему другу из Китая. Бинь, одетый в северную одежду, полностью погрузился в знакомство с бытом ижемских оленеводов. О, сейчас локтемач, бурлун. Заходите, чай готов, оладьи готовы. Чумы, как встречаются у нас в России, по России, также и в Канаде встречаются, ну, то есть в Америке. То есть в Америке они называются вигвамы, а здесь у нас чумы и по-другому. Ну, каждый народ, северный народ, чум называют по-своему. Охотники, оленеводы, они ведь в старину и раньше аптек не было. Лекарства собирали под своими собственными ногами. Если вот клюкву взять, даже элементарно клюкву, это прекрасное лекарство, чтобы сбавить давление у человека, скинуть. Самое хорошее лекарство – это медвежий жир. Медвежий жир – это почти что панацея от всех болезней. В чуме печка топится, тепло отдает. Если на улице холодно, то тут тепло. Бинь, как тебе в чуме? О, здорово. Я первый раз посмотрел, как это кадует. А как называется? Блин, да? Только. Это оладьи. 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 Первый раз посмотрел. Как это? Да, как класс. Это что? Это чай, да? Это самовар, да, чай кипятится. Чай будем пить. Вначале была Парма. О выпечке, приготовленной на печи в чуме, я ничего не буду говорить. Лучше насладитесь вкусом оладьев и запеченной картошкой, когда посетите этнопарк. Вкусно, да? Вкусно, да. Очень вкусно, очень вкусно. Вот вы видите возле чума мишени. И здесь мы отдыхающих учим стрелять из лука, как кидать копья в цель. Алексей Семенович также проводит свою авторскую программу. На ней он гостей учит стрелять из лука, кидать копья, ловить куропатку и так далее. Ну, направляем. Ну что ж, мы потренировались. Теперь мы готовы выйти на тропу охотника и добыть себе зверя или дичь. Стоит сказать, что тропу охотника я снимал во второй день съемок. Тогда Бенни не смог приехать, но зато были Вова, Здравствуйте, царь. Полина и Артемий. Охотничья тропа или Лэчту и Покоми, да? Вот. Это по сути музей под открытым небом, вот, в котором у нас имеются даже те виды ловушек, традиционные виды ловушек коми, которые исчезли еще к началу 20 века.
По всей тропе висят такие стилизованные фигурки животных. Угадайте, откуда они взяты? На размышление даю 10 секунд. Совершенно верно, с древнекоми промыслового календаря. Календарь этот очень старый, примерно рубежа первого, начала второго тысячелетия нашей эры. Он принадлежал, получается, еще предкам предков коми. Вот здесь вот у нас вешается приманка. Ага. Вот, висит. Соответственно, как только птичка у нас пытается сесть, Проваливается. А она не успеет улететь? а как она успеет улететь? Она оперлась, да, для того, чтобы у нас тут никто не попался. Вот. Все эти ловушки я делал немножечко, чуть-чуть неправильными. Вот эта ловушка называется беличья плашка. Из ловушки до 50% добычи утаскивают хищники. Коми-ловушки сделаны так, что когда зверек попадется, его тело накрывает полностью. Внутри плашки выдолблено корыто. Оно не позволяет хищнику добраться до зверька. Готов? Мы демонстрируем то, каким образом добывали зверя наши предки. Были охотники, которые вообще в лес ходили без ружья. Охотились только ловушками. Да. У тебя вот есть топор сзади, за Чтобы спиной. сделать эту ловушку. Да. Это ловушки на куницу, на горностая. Эта ловушка, она убивает сразу. То есть она достаточно гуманная, она не мучает зверя. Приманка закрепляется вот сюда. То есть он сидит Готовы, на да? перекладине? Вот Да, на он этой? сидит вот здесь. Это у нас работало. В общем, принцип один, но укрепляющие устройства по-разному работают. Принцип один, убивали по-разному. Приезжайте в этнопарк. Тут вам скажут больше информации о национальной охоте. Но будьте аккуратны. Тайга не терпит шуток. Прогулка на свежем воздухе – это хорошо, но мои коми-предки говорили «Рушку абу мышку, сыныдан он пэт». Я вас приглашаю в знаменитое кафе финно-угорского этнопарка в кафе «Финно-Угорье». Вот и время обеда. Мы встретились с шеф-поваром этнопарка. Как вас зовут? Илья меня зовут. Очень приятно. Илья хочет рассказать про новое меню. Ну, Что- это суп, в принципе, это как крестьянский, да, щи, то есть перловка. Раньше готовили вместо картошки, картошки же не было на Руси, да, готовили с крупой. Но у нас с картошкой все равно, потому что все равно, чтобы сытный суп был. Вот. Здесь у нас салат из оленины. В основе идет листья салата, грибы, лисички, оленина, сырокопченая редис. Ну и вот здесь вот листья салата, да, получается, и сметана на заправку. Это у нас утка. Утка сделана уже по современным технологиям, то есть сувид. Ну, сувид это низкотемпературное приготовление мяса, рыбы, то есть в собственном соку готовится. Получается все сочное, вот, обжаренное с двух сторон, с брусничным соусом. Вот, современная подача. Вот есть у нас новая русская кухня, да, сейчас вот запустили, да. А мы как бы сделали тоже новую коми-кухню нашу, то есть получается. Вот. Пробуйте, пожалуйста. Хорошо, благодарю. Ну что, начинаем пробовать. Начнем с супа. Из меня, конечно, фуд-блогер плохой. Суп сочный, вот что могу сказать. Все, готово.
Вот самый важный ингредиент в этом салате. Это оленина. Очень вкусно. Вот соленые грибы. Тоже отправляем в рот. Еще столько осталось кушать. Может быть, порции чуть надо уменьшить. Смотрите, здесь какая посуда оформленная. Все вкусно, все хочется съесть. Но блюд реально очень много. Глиняная крынка. Все оформлено. Все для людей. Может быть, кафе Финно-Угорье уже стоит повысить свой статус до ресторана? Ну что, оформляем. Коми-меню, приготовленное для коми-человека, полностью съедено. К лесной избе коми-охотник относится как к живой душе. При посещении нужно поклониться ей и попросить разрешения переночевать. Вечером возле избы принято разводить костер, сидеть возле него и созерцать. После ночевки не стоит забывать поблагодарить избу за ночлег. Деревня, коми-деревня где-то глухая, да, и вот со школы приходит мальчик, говорит: папа, а нам сегодня на уроке биологии учитель рассказывал, что человек произошел от обезьяны. Папа такой бывалый старый охотник, так затылок почесал, говорит: ну, я не знаю, от кого там, сынок, ваш учитель произошел, а мы коми, мы от медведя произошли. Да. А сейчас мы с Бинем пойдем в лосеферму. Давай. Тут есть один лось, его зовут Макс, и мы его посмотрим. Я не знаю, что дали лоси. Лоси это большие-большие олени. Большие-большие олени. Да. Давай, погоди. Бинь, смотри. Это стоят избушки, их можно заказывать, там шашлыки готовить. Если ты с семьей или, например, с друзьями пришел, можно здесь заказать. Макс! Видишь? Я вижу. Да сюда, Макс! Макс, здесь! Она мужчина, да? Он мужчина, да? Он мужчина, да? Да, он мужчина. О, да! Ого! Давай, Макс, давай иди сюда, здесь. Я жду тебя долго уже. Ого! Давай сюда. Дай привет, меня зовут Ваня. Тихо, он бодается. Не знаю. Ты Привет. лучше так отойди. Привет. Вот сюда. Аккуратно. Ты такой красивый, у тебя есть девушка. Макс в этнопарке живет почти год. Поначалу он боялся людей, но сейчас уже привык. Многие гости парка очень любят Макса и часто приезжают его навестить. Любимое блюдо лося – морковь. Теперь вы знаете, что с собой привезти в этнопарк. Содержать лося помогают филармония и ансамбль песни и танца «Асьякыа». Лось защищен от хищников крепким забором, по периметру которого стоят датчики движения сигнализации. Сотрудники этнопарка планируют завести друзей Максу. Коми-подворье. Еще один интересный объект парка. Тут вы познакомитесь с бытом коми-народа и наяву увидите, как жил древний коми-человек. Это оригинальная коми-изба пятистенок. Изба называется пятистенок, потому что в ней 5 стен. Пятая стена – это стена, которая делит дом на 2 комнаты. Также к избе строили хлев для скотины, а наверху хлева устраивали сеновал. В коми-подворье на сеновале гостям проводят этногимнастику. Коми-крае на районе Райне, в Коми-крае на районе Ме, в Коми-крае на районе Райне, в Коми-крае тает снег. Районный центр.
Ну что, хотите шаньги? Да, Покушать? хотим. За дровами? За дровами? Конечно. Все, забираем дрова. Береза для того, чтобы делать шаньги. Я здесь тренер, я могу много. Я понимаю, что ты у нас мужики стоят. Вот, все, шаньги. Мало забирай. А теперь натопим русскую печь. В Коми-крае суровые холодные зимы, поэтому Коми-изба никогда не обходилась без печи. Печь, пач на коми-языке, строили от души и на века. Хороший мастер-печник славился на все село и был почетным гостем в каждом доме. Тесто будем ржаное тесто делать для шаньги. Ну, Что нам надо для что этого? вам надо? Масло, здесь сливочное, мука ржаная, яйцо, соль, сахар, молоко, пшеничная мука, вон, видите, на дне чашечки. И все. А что делать дальше с ингредиентами для шанек? Ответ на этот вопрос находится на официальной странице финно-угорского этнопарка во ВКонтакте. Но лучше вам самим посетить Коми-подворье, побывать на мастер-классе по приготовлению коми-шанек. Генрих, иди тут за местный часа, ты где лазишь? Месим тесто. Все. Оставляем. Кутам пожачный. А то нянь, що ми каїсь, коли пожачний. Заводить. Ну ми заводитам. Начнем. Эй, девчонка, ай-яй-яй, вечеринка колебкой. Школами мимо нам, зорніни висаджі ламкой. Городская краса, золотой тянут коса. Картки росаны вьор, часто бежала ментор. Там, где река Луза, живет чья-то муза. Вот же красота, ух ты, девочка из Ухты. Да-да-да, по духу та, что из города Инта. Усть вы имбан, лав, нылок, велочни и мав. Снежную красавицей, Маркутинка славится. Uđed vidje skučam luna, parešedlan prvi vuna, kole guda gord. Uđed luna skučam luna, tone Наталя суže, а te konjer mord. Kızı, moni только kuli, tărpite kuzin suli, korka siye skıy. Korașa pe stakăi Peter, sılă măi kole gătır, miyalına măi, siye măi nami, вот тогда, олеж gătır pien răda, vai svităt pi. Ен лыкевна, ен мусшета, мужик прамой, кунам пătă, сичкаишка мии. Вам повезло. Вы наблюдаете через мой объектив преобразование этнопарка из дневного в ночное. Особенно это красиво под Новый год. Финно-угорский этнокультурный парк – площадка для событийного туризма. И именно в июне 2021 года будет проходить фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Приходите, вас ждет много удивительного. Катание на воздушных шарах, мастер-классы, различные интерактивные программы. Ребята, мы ждем вас. Конгресс-холл – место для деловых встреч.
конференций, семинаров. Здание вмещает более 500 человек. Конгресс-холл принимал администрацию президента, уполномоченных представителей президента Российской Федерации в Северо-Западном округе, а также такие компании, как Лукойл Коми, Газпром, Газпром, Трансгаз, Ухта и так далее. А сейчас я вам показываю второй этаж Конгресс-холла. Здесь находится первый в мире музей нефтяной живописи. Его открыл Виталий Касаткин, это мастер из Санкт-Петербурга, который разработал стиль рисования нефтью. Получается, он ходит по всему миру, собирает нефть из разных стран и ею рисует. Оказывается, что нефть Усинская отличается от нефти, например, в Иране. По цветам имеется в виду. И когда приедете в этнопарк, обязательно посетите этот музей, потому что он в первый в мире, его нельзя не посетить. Тут вот стоят баночки с нефтью, кисточка. Вот, а это, видимо, дети рисовали, разукрашивали, и у них осталось. Ну что, Генрих, с музеем нефти ты познакомился? Пора тебе познакомиться, наверное, и с мастер-классом, который связан с нефтью. Он называется Redbush или родовой знак. Каждый из них отмечал охотничье угодье, ловчее угодье и свои территории. Я предлагаю тебе написать свое имя. Нефть — это не только производство, но и, так сказать, материал уже для художественных начал. Бензином пахнет. Бензин, да. Нефть у нас из-под Ухты, из-под Яриги. Самая, вот, так сказать, удобная нефть для использования рисования, она, которая как мед. То есть она должна быть очень густой. Вот тут сколько предоставлено костюмов. Я все посмотрел. Ось вилго штуримин, мугори квиємин, сиче каніл минин, сиче умой минин, джуало но бергало, пейма кинь мантел сиос, джуало но квашкало, шурку взяли землю жиё. Финно-Угорский этнопарк в селе Ыб в республике Коми является одним из лучших туристических комплексов в России. До наёртяс, дорогие друзья! Вот и пора завершать мой большой выпуск про Финно-Угорский этнопарк. Этнопарк не перестает развиваться. Он продолжает дальше расти и радовать своих гостей новыми объектами. Например, сейчас установили новые арт-объекты. Вот я тут снимал видеоролик и встретился с сотрудниками этнопарка. Вот. Видео снять? Да. Вы куда-то ходили сейчас? Да, мы сходили. Мы, во-первых, покушали в нашем кафе, а сейчас ходили и отдали свой долг перед нашими братьями меньшими. Покормили белочек, синичек и нашего любимого Максика. Сотрудники парка всеми силами стараются, чтобы гости чувствовали себя как в сказке. И я хочу пожелать всем, кто досмотрел этот ролик, всем моим подписчикам, всем сотрудникам этнопарка, и вообще всем-всем, чтобы ваша жизнь казалась как в сказке. Всем удачи, берегите традиции, будьте в позитивном настроении. Бамби!